По приглашению Ирины Владимировны Волынец мы сегодня принимаем участие в международной конференции «Аборт и здоровье женщины». Очень интересная тема. На этой конференции также прозвучала очень страшная фраза, то, что аборт – это узаконенное убийство. Всем, конечно же, девушкам, прежде чем делать убийство, надо 100 раз подумать, потому что это и большой вред организму, конечно, это демографическая ситуация в стране. Добрый день. Маркова Екатерина Александровна, генеральный директор ОНО «Спаси жизни». Дорогие друзья, девчонки, парни, у меня в жизни много чего было сделано хорошего и нужного, важного для людей, для страны. Но несмотря на все результаты деятельности, самое главное, чего я считаю добилась в жизни, это мои 5 детей. Они рождались не в очень удачное время, не тогда, когда я была готова, не тогда, когда у меня были деньги, когда у меня было жилье. Ничего этого не было. Но, тем не менее, это самое большое счастье и самый большой результат моей жизни. Знайте, что какие бы проблемы в жизни не были. Бросил парень, нет денег, некуда рожать, не поддержит мама с папой, начали учиться, и забеременели. Какие бы проблемы в жизни не были, вы заболели, говорят о проблемах у вашего ребенка внутриутробно, какие бы проблемы не были, все равно нет ни одной причины для того, чтобы убивать своего ребенка. Это ваш ребенок. И нет ни одной причины для того, чтобы его убивать. Но есть огромное количество людей, организаций, которые готовы помочь в любой ситуации, помочь решить любую вашу проблему, которые готовы выслушать, которые готовы поддержать, которые готовы быть рядом столько времени, сколько нужно вам, чтобы у вас в жизни все наладилось. Поэтому, если трудно, если плохо, если больно, если кажется, что мир рушится и нет другого варианта, только делать аборт, вспомните мои слова, обязательно позвоните нам на нашу кризисную линию 8 800 100 30 70. Мы работаем круглосуточно, в любое время дня и ночи. Любой из вас может позвонить и сказать нам о своей боли. И мы сделаем все, чтобы вам помочь. Психологи, юристы, гинекологи, социальные работники. Мы очень постараемся сделать все, чтобы решить ваши проблемы. А ребеночек обязательно должен жить. Если уж он у вас появился, если вы зачали ребенка, то он должен жить. Нельзя убивать своих детей. Прекрасная конференция, прекрасно подготовленные доклады. Очень понравился опыт регионов по снижению абортивной деятельности, в том числе опыт Татарстана по работе с частными учреждениями здравоохранения. Все доклады обстоятельные, прекрасно люди владеют материалом, статистикой, приятно слушать, очень приятно находиться на таких конференциях. И сама по себе инициатива такой конференции, которая затрагивает такую тему, она очень кстати. Проблема очень остро стоит и с демографией, и в целом с репродуктивным здоровьем нашей нации. Добрый день, меня зовут Радмира Анатольевна Барышева, я клинический психолог из города Казани, Республика Татарстан. Я работаю в клиниках женских консультациях Казани, веду доабортное консультирование. То есть сегодняшняя тема конференции непосредственно связана с моей, так скажем, рабочей деятельностью. Первая часть подошла к концу, и она была просто невероятно очень интересная. Все спикеры подготовили шикарные доклады, было много нового для себя подчеркнула сегодня. Конференция подготовлена, я считаю, на очень высоком уровне. Организация просто шикарная. Мы уже не первый раз приезжаем и в Москву, и в другие города приезжали. То есть и для меня, и для моих коллег, которые сегодня приехали, мы подчеркнули много новой информации. Надеюсь, что вторая часть, она будет уже более, так скажем, практично, и резолюция будет, тоже хотелось бы немного поучаствовать, потому что есть какие-то свои мнения, которые хотелось бы высказать. Также у нас проходила стратегическая сессия, которая была направлена тоже на повышение демографии. И все вот эти вопросы, которые как раз-таки мы решаем в регионе, они сейчас на федеральном уровне решаются. Поэтому это здорово, правда, что пригласили. Огромное спасибо. Я очень рада быть участником данной грандиозной конференции, которая проходит сегодня, 30 сентября, в Президент-отеле в Москве. Это очень масштабная конференция, насыщенная программа. Участники не только региональные, но тоже из разных стран. Организация и подготовка на высшем уровне порадовала, что участников, которые выступают на иностранном языке, нам выдали специальные микрофоны для того, чтобы мы могли
слушать их в переводе. Меня вдохновляет организация, масштаб мероприятия. Неоднократно уже являлась участниками форума «Спаси жизнь», которая выступает за жизнь. Я выступаю за жизнь. Здравствуйте, мы сотрудники организации «Дом для мамы», город Москва. Наша организация помогает женщинам, решившим сохранить беременность. То есть такие женщины могут получить гуманитарную помощь, психологическую, юридическую, а также проживание. Как говорит наш руководитель организации Мария Студеникина, нет ни одной жизненной ситуации, в которой мы не могли бы помочь. Мы действительно принимаем в свой центр «Дом для мамы» женщину любую, независимо от прописки, наличия документов. Вероисповедание. Вероисповедание. Ей главное нас найти и дойти. И мы примем, вникнем в ее ситуацию и поможем ей всем, абсолютно всем, чтобы у нее все случилось в жизни хорошо. Малыш родился и увидел этот свет. Кроме того, все женщины, которым мы помогли, ни одна не пожалела о своем выборе. Аналогичных центров, благодаря поддержке Московского центра, открыто по стране более 80 приютов, в которых готовы принять любую беременную женщину, а также женщину, имеющую детей. Также есть гуманитарные центры, где женщина может получить все необходимое для себя и для своего будущего малыша. Кроватки, коляски, все необходимое, что нужно для первого времени и в дальнейшем. Мы сопровождаем таких женщин до момента выхода из кризиса. То есть мы работаем как раз в тех направлениях, чтобы в любом регионе нашей большой страны был такой центр, куда могла бы обратиться женщина, если вдруг она оказалась в трудной жизненной ситуации. В том числе в Татарстане тоже есть приют, кризисный центр, где оказывается комплексная помощь женщине, беременной, в трудной жизненной ситуации, у которой стал вопрос родить ребенка или сделать аборт. И как раз женщина делает, как правило, с нашей помощью правильный выбор – сохранение ребенка. Любая женщина, которая попала в трудную жизненную ситуацию, у которой встал репродуктивный выбор, может нам позвонить по номеру горячей линии. 8 800 100 30 70. Также на сайте «Дом для мамы РФ» можно найти на карте страны любой центр, который находится недалеко от вас. Мы продолжаем наш репортаж из президент-отеля, где проходит сегодня сессия по абортам среди женщин. Соответственно, спикер Ирина Волынец – это человек, который всегда говорит о том, что женщины должны рожать. И действительно, это цвет нации. Наши дети всегда должны быть рядом с нами. Поэтому стараемся поддержать этих женщин и, конечно, ограничить аборты для того, чтобы радовать нас как можно больше своим смехом детским. Да будет так. Очень интересная конференция, много узнал про абортов, всесторонне был посвящен. И то, что основной вывод я сделал, это то, что рост абортов под предлогом права женщины и так далее, это все-таки является очень удобным оружием массового уничтожения по демографической линии. Участники конференции могли услышать разные мнения здесь. И врачей, и общественников, и политиков. И вот такой синтез мнений в отношении аборта, в отношении здоровья женщины, влияние аборта на здоровье женщин, оно более полное. То есть мы услышали и представителей и медицинского сообщества, и общественность. И самое главное, что здесь подняли вопросы этики, биоэтики абортов. То есть как она влияет вообще и на нравственность, и на нашу цивилизацию. Вот я думаю, что основное.